Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня 23 февраля, и мы поздравляем всех мужчин России и Татарстана с Днем Защитника Отечества. И в нашу программу поздравить всех мужчин и рассказать секрет своего блюда пришел лауреат всероссийских конкурсов, заслуженный работник культуры Фанис Галиуллин. Приветствую, Фанис! Здравствуйте. Поздравляю тебя с праздником. Здравствуйте, спасибо взаимно. И я поздравляю тебя и всех мужчин, всех наших защитников Отечества России и Республики Татарстан. Очень приятно сегодня прийти и открыть свои секреты. Хотя, наверное, у вас уже секретов очень много. Ну, Фанис, для начала открой мне, пожалуйста, свой пакет. Там, наверное, подарок. Да. У меня сегодня подарок такой для тебя именной, честно говоря. Ого! Это, можно сказать, орудие? Это орудие, то, что ты никогда голодным не останешься. Это удочка, хорошая, отличная леска, которая должна быть заметна на снегу. Пойдешь, не знаю куда, чтобы ты обратно дошел дорогу, да. Вот тебе такой японский компас. Итак, у меня есть полный набор для того, чтобы стать настоящим рыбаком. Ну а насколько Фанис разбирается в кулинарии, мы узнаем прямо сейчас, и он расскажет, что же мы будем готовить. Фанис Галиуллин – шоумен, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Родился в Казани, окончил режиссерский факультет Института культуры. С 1995 по 2005 года Фанис работал в студии разговорного жанра при Казанском дворце культуры химиков. Лауреат второго всероссийского конкурса «Его Величество Тамада» и пятого московского парада ведущих Тамада-шоу. В прошлом году Фанис Галиуллин отметил 20-летие творческой деятельности. Ну, я ничего такого нового, конечно, не могу придумать, поскольку я из семьи рыболовов, музыкальных рыболовов, будем говорить. Поэтому остается, наверное, из детства, как мама готовила ТБ. Балок ТБ мы называем, ТБ по-деревенски, рыба. Ничего такого сложного нет. Карп, сазан, лещ, ну, какая рыба будет под рукой. Мы все это сейчас, если возможно, с тобой приготовим. Давайте начнем, дорогие друзья, готовить ТБ по-деревенски. Назовем это блюдо так. Итак, Фанис, ты принес к нам рыбу в студию. Так. Заранее ее распотрошили, почистили. Что за рыбка? Кто-то, может, из телезрителей узнал. Ну, это из семейства карповых, сазан. Обычная простая рыба, допустим, говорить. Ну, многие очень любят эту рыбу. И поэтому есть масса рецептов, как приготовить сазана и так далее. Но мы сегодня сделаем очень просто. Мы сделаем сегодня аппетитную, вкусную и пожарим ее с луком. Вот именно. И в сметане. Ну, сейчас, Руслан, нам надо соль. Так, посолим, да? Посолить, поперчить. Иначе без этого никак. Мы же любим посолить, поперчить. Так, давай я буду помогать, а ты все это будешь обрабатывать. Давай так, ты мне вот на руку, потому что у меня руки все. Так, держи. Сейчас я возьму перчик. Обычный черный, Вот наверное. смотри, запоминай. Сначала мы чуть-чуть присыпали снаружи. Перевернули. Опять присыпали. Еще раз. Еще присыпали. Теперь внутри, чтобы она пропиталась. Ну, вот возможно ли пересолить рыбу, когда готовишь? Вы знаешь, ну, рыба, она возьмет столько ровно, сколько нужно соли. То есть поэтому можно не бояться, да? Можно не бояться, самое главное, это всю банку туда, естественно. Ну, как-то делается это все. Специалисты, те, которые готовят, уже знают на глаз, на ощупь, на руки. Да, то есть соль надо сыпать и на глаз рыбы, и на хвост, и посередине. И внутрь тоже. Так, перец. Перец, давай мне тоже надо. перец. Я посмотрю внимательно, так, сколько еще можно, чтобы Фанис, не переборчить. Мой любимый вопрос для всех наших гостей. Да? Вот часто готовишься? Ну, наверное, каждый, кто-то мужчине в семье, каждый мужчина что-то готовит. У кого-то есть что-то, у кого что хорошо получается. Но я думаю, что мужчины все готовят хорошую рыбу и мясо. А остальное, ну, все, что это ишпишмаклар, губерьялер, пироклар, это все, конечно, наши прекрасные половины. Итак, мы нашу рыбу посолили, поперчили. И сейчас? Сейчас остается самое главное. Нам надо ее на Противень. Так. Противень масла растительного. Так, добавим маслица. Да, у нас примерно сколько это? Ну, на полкило рыбы грамм 50 масла. Татарской кухни, татарский канат у нас. И Так, размазываем. косконатом или нет? Косконата, да. Косконата. Про него даже поют песню Косконата, знаешь, на такую, да? Ладно. Теперь аккуратно перекладываем нашу рыбу. Рыбку. И обильно
Поливаем. Сметаной. Сметаны мало не бывает. Сметаны немного не бывает. Но знаешь, какую сметану? Желательно, конечно, деревенскую сметану. Чтоб ложка стояла, вот как у нас, почти. 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 Так, я, значит, заливаю сметаной. Обильно? Да, обильно. Фанис, ну расскажи, пожалуйста, вот ты как работник культуры, с чего все начиналось? Вот была мечта идти к сцене давно, или все-таки ты мечтал стать, например, я думал, машинистом, космонавтом? Вот расскажи, давай про детство твое поговорим. Ну, это, наверное, скорее всего, мечта, не мечта, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, во-первых, вся музыкальная семья. Это отец играл на гармошке, пел. У нас 4 брата было. Сейчас один у нас вот афганец спокойный, но у нас осталось 3. Вот. И все были музыкальные, все пели, играли. И я помню, что вот как уже, наверное, 2-й брат ушел в армию, и как-то во дворе ребята подошли, говорят, а сыграйте нам на гитаре что-то. Ну, братишки же маленькие, и вот. А мы говорим, мы не умеем. Он говорит, как так, вы не умеете? Ваш брат так играл вроде бы, а вы не умеете. То есть брат ушел в армию, а гитара осталась? Гитара осталась, естественно. Ну и все. Вот с этого момента началось мои похождения в баню. Брал гитару, ходил в баню, потому что дома меня слушать было невозможно. А, и ты репетировал в бане, никому не мешал? Конечно, там эти шайки, мочалки, это были мои все зрители, слушатели. Вот мы там и баян там же освоил, и гитара там же. Все, это все в бане потихонечку. Мы залили сметанкой наши рыбы, Фанис. Так, ну ее залили. Теперь минут на 15-20. Если это деревня, либо мечка куябас. Если это у нас здесь такой возможности нет, мы ее в духовку. В духовку на 15-20 минут. 15-20 минут. Рыбка вот так красиво у нас залилась сметанкой. Да. Отправляем ее в духовочку. Да. А теперь нам остается еще вот, чтобы приготовить ингредиенты. Нам надо приготовить зелень у нас есть, лук. Берем лук. Да, Ну, и, Руслан, его надо вот мелко-мелко нарезать. Тебе, наверное, достается понятно. самое такое Давай, да, радостное. самое такое любимое мое занятие. Самое Каждую радостное. программу я его режу. Я займусь луком, а ты нам расскажи, вот с чего все начиналось. И все начиналось с простой гитары. Тогда у нас не было таких, знаете, был баян, гитара и музыкальные, будем говорить, дискотеки, которые, говорят, сейчас проводят, таких не было. Мы брали просто гитару и начинали уже с гитары. То есть из гитары можно было сделать все, что угодно. Можно было сделать простую балалайку изобразить. Урыс тойларында, если чисто русская свадьба. Татар тойларында bizda алмағашларды. Под гитару алмағашлары. Да, запросто. Получалось очень даже неплохо. Примерно так вот. Эх, алмағашлары, сойры, санаду ғашалары. Сойры, 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 санаду ғашалары. Эх, алмағашым шешекті, не болыр келешекті. Вот так вот пели. Лук ты нарезал, это очень хорошо. Мы сейчас ждем время, выжидаем, когда рыба у нас запекается, сметана пропитывается в рыбу обязательно. Почему сметана? Сметана дает такой очень интересный специфический вкус. Некоторые же, знаете, рыбу, как бы говорится, ну не едят из-за того, что пахнет. Рыба пахнет, да? А здесь практически сметана это немножко отбивает. Но остается вкус прекрасного нежного мяса. У нас сегодня праздничный выпуск, и мы продолжаем готовить Балык ТВ специально для всех мужчин нашей Родины. И помогает мне сегодня в этом заслуженный работник культуры Фанис Галиуллин. Фанис, рыбка у нас томится еще в печи. Мы приготовили для нее лук. Что делаем дальше? Ну что делаем дальше? Одну рыбу есть ведь невозможно. Мы давай вернемся, раз сегодня День защитников Отечества. Что у нас все мужчины любят есть? Это картошку. Картошку можно есть и запеченную, можно есть и вареную, можно и пюре и так далее, и так далее. А я сейчас хочу как-то вернуть, наверное, всех глубокое детство. Что такое? В детстве мама брала картошку, я тебе покажу сейчас, я буду как нарезать, и ставила в печку. То есть в нашем отношении в печку будет служить, конечно же, духовка. И вот она настолько была вкусная, поджаристая и снизу, и сверху, и шипела в масле. Это было просто, вот воспоминания из детства. Поэтому сейчас к этой прекрасной рыбе, балык ТВ, приготовим картошку. Так, как мы ее режем? Самое главное, покажи. Смотри, мы ее будем резать очень красиво, очень аккуратно. Вот этот верх. Ага. Это все будет уходить на Так. табага. Так. Вот такой толщины. Так. Вот так Полсантиметра получается. Вот примерно вот так вот, да? Да, да, чтобы она у нас прожарилась, потому что мы будем ее переворачивать.
Фанис, расскажи, в каких войсках ты служил? Я вот служил в институте лично, да? Но ты служил в Владивостоке, расскажи. Ну, у нас стоял 23-й корпус Краснознаменного Дальневосточного военного округа, корпус ПВО, противовоздушной обороны, где мы, в общем-то, следили за воздушными границами нашей Родины. Можно Вот. сказать, отвечали за Японию, можно сказать. За все. Там у нас было с Владивостоком, если смотреть по карте, Руслан, то рядом Южная Корея, Северная Корея, Китай, Япония, ну и 6-й флот, военно-морской флот США, который очень любили. Есть какие-то вот комические ситуации во время службы в армии? Руслан, вся армия, это, знаешь, сплошной анекдот. Поэтому комических нет, ну, как сказать. Если уж говорить, ты знаешь, ну, все надо рассказывать. У нас просто не хватит передачи времени, и блюд не хватит столько, если я тебе рассказывать буду об армии. Армия, школа хорошая, все, которые успели пройти еще до развала Советского Союза. Вот. А дальше о других армиях ничего говорить не могу, просто каждый прошел свою школу. Ну, ты как человек, который служил в армии, вот сейчас молодому нашему коллеге можешь сказать, ребята, идите служите в армию? Трудно об этом сказать. Надо самому сначала сходить сейчас в эту армию и проверить, как Нет, что. можно сказать, ребята, если вы не поступили, идите служить в армию. Нет, не то, что не поступили. Ребята, делайте так, как подсказывает ваше сердце, ну и ваша совесть. Вот и все, буквально, что я могу сказать. Каждый в армии находит что-то. Сам же знаешь, что мужчины в армии, как говорится, мужают. Кто-то, если хочет физически вырасти, тут, пожалуйста, физически у нас вырастает. Полные худеет в армии, тоже прекрасно знаете. Фанис, а вот после армии, когда вернулся в Казань, вот расскажи, трудоустроиться сложно было? Тогда нет. Тогда еще Советский Союз был, ради бога, везде все заводы, все принимали. Первым делом, конечно, я пошел на завод «Органический синтез». Вот. И туда же, оттуда Дворец культуры химиков, при Дворце культуры. Ну, ты там более 10 лет проработал, да? Ну, так и остался, да, будем говорить. И с детьми работали, и мне очень нравится, работали с профессионально-техническим училищем 19 с ГПТУ, тогда назывался 19. Вот. Кстати, я его и сам успел закончить, будем говорить, после армии. Мне было очень приятно. И вот так и завязалось с химическим у нас ударным фронтом. Мы работали. Так, картошку мы пока отложим, и у нас прошло 20 минут, мы вернемся к рыбе. Давайте вернемся. Посмотрим, Достаем, как она Руслан, себя там рыбу. ведет. Обязательно ее достаем из Так, духовочки. опа. Так, ох, как здесь все горячо. А пахнет как? Рыба в сметане не может пахнуть невкусно, дорогие друзья. Так, вот она у нас. Мы ее 15-20 минут подержали в духовке. Она у нас приобрела вот такая сметана, должна была пропитаться чуть-чуть. И мы сейчас ее обильно посыпаем. То есть лук мы отдельно не обжариваем, а просто сверху сыпем. Просто сверху. Солить надо еще? Нет, мы же солили, Достаточно, перчили. да? Достаточно, да. Это все сколько надо, столько Я наварил. предлагаю Всё. весь лук. Я тоже так думаю, что вот даже вот внутрь я бы, конечно, смог чуть-чуть. Ну ладно, это на любителя. Я люблю, конечно, еще, чтобы внутри тоже жирничок такой. То есть можно нашу рыбку зафаршировать луком внутри даже. Ну вот практически сейчас мы посыпали луком. Рыба у нас готова обратно. То есть обратно отправляем в духовку. Дубль 2. Возвращаем в духовочку, чтобы она у нас дошла уже до аппетитного. Сколько еще по времени надо держать ее в духовке? Еще 15-20. Еще 15-20 минут мы отправляем рыбку Примерно. вновь в духовочку. Итак, что делаем с картошечкой? Картошечку давай мы возьмем большую сковородочку. Сковородочку. Вот Вот эти сковородки, они очень напоминают наши деревенские Да, сковородки. Вот у меня да, здесь, да. Даваника готовила в основном в таких сковородках. Да, давай мы сейчас туда немножко масла. Так, растительное масло. Растительное масло, чуть-чуть. Пасханатом, блин. Да, все Ойлап это жібер. размешаем. Табан мына майланган болсын. Чтобы, естественно, чтобы сковородка была вся в масле. И мы аккуратно, сейчас вот так вот красиво выкладываем наш картофель. То есть у нас такое... Так, давай, Вот так ручная работа. Ручная работа. Чтобы она вот так вот красиво выложилась, чтобы потом мы ее могли перевернуть, и она будет аппетитно покрыта корочкой. Вкусная, шипящая. Пшалдаптара. Пшалдаптара. Эйе. Так, картошку мы разложили, сейчас я посолю. Посоли чуть-чуть. Фанис, давай вспомним 99-й год. Кстати, в этом году я закончил школу и поступил в институт. А ты был в Москве и участвовал во всероссийском конкурсе, где стал лауреатом. Что за конкурс был? Тогда у нас был
один классный руководитель. Он подошел и говорит: слушай, говорит, Фанис, у нас, говорит, есть такой, говорит, конкурс в Москве проводится, осенний вальс. И мы поехали в Москву. И этот конкурс мы выиграли. Конечно, нам не хотели давать первое место. Но пришлось? Да, пришлось, потому что московские татары настояли. Потому что, ну, наверное, тогда в этом разговорном жанре, в этом конкурсе нужно было показать не просто Аллу Барущу ведущего, а человека, который должен чувствовать зал. И ты почувствовал и выиграл. И выиграли мы, выиграли тогда. Ну, Фанис, наша картошка ждет. Мы ее вот так вот разложили. Аккуратненько. Да, И одним сейчас слоем. И отправляем ее тоже в духовочку, где ее ждет наша рыбка. Фанис, я предлагаю исполнить что-нибудь армейское. Да, что у тебя на душе? Ну, мне очень хотелось бы, конечно же, отдать дань уважения, ну, всем, кто и сейчас служит в нашей российской армии и кто служил в советской армии. У меня была очень хорошая одна песня, которую в 1975 году мне подарил один пограничник. Всем погранцам и воздушных границ, и наших необъятной Родины, ну, конечно же, посвящается. Здесь мы с тобой повзрослели, а годы идут, а годы летят. Остались в казармах навсегда юности моей года. Их уже никто не возвратит. Остались в казармах навсегда юности моей года. Их уже никто не возвратит. Дождь барабанит по стеклам, снова поверка и снова отбой. Грустно станет, ты поверь, если увидишь у парней зеленые погоны на плечах. Грустно станет, ты поверь, если увидишь у парней зеленые погоны на плечах. Еще раз с праздником вас, дорогие наши мужчины. Спасибо, Фанис. С праздником. Рыба по-деревенски. Предварительно очищенную рыбу натерли солью и перцем, выложили на противень, смазанный растительным маслом, залили рыбу сметаной и поставили в духовку на 15-20 минут. Затем достали, посыпали мелко нарезанным репчатым луком и запекали еще 20 минут. На гарнир приготовили запеченный в духовке картофель. Если вы не успели записать рецепт, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пробуйте готовить вместе с нами, рассказывайте, что у вас получилось, и делитесь своими кулинарными секретами. Дорогие друзья, хочу поделиться с вами небольшим секретом. Хотите, чтобы ваши блюда были вкусными и не подгорали? Используйте продукцию Кукмарского завода металлопосуды. Бренд Кукмара. Проверенное качество по немецким технологиям. Херман Дуслар, дорогие зрители, наш праздничный стол практически готов. И мы сейчас с Фанисом будем украшать наши блюда. Фанис, вот рыбка. Как главный рыбак, как говорится, разрезай на дольки сам. Она у нас готова. Ты это первый раз сделал, загадай желание. Загадал. Загадал? Загадал. Смотри, тебе надо есть обязательно горячим. Ну, естественно, просто одну рыбу мы не будем есть, у нас и картошка. Картошечка поджарится готова, такая. у нас и зелень есть. Бисмиллахи рахмани рахим. Разрезаем. Ой, какая она сочная получилась у нас. Такая сочная, пышная. Сметанку тоже не забываем. Давай так сейчас с лопаточкой. Так. Берем аккуратненько. Давай тарелочку. И на тарелочку. Есть. Сметанку тоже. Ах. Так, добавляем поджаристый картофель. Картошечку обязательно. Так. Когда разрезаешь, обязательно начинай резать сартанан, вот, где костяшки. И вот так подрезаешь его аккуратно, у тебя не разваливалась рыбка. Поэтому потом будет она аккуратненько. Надеваешь ее. Все. У тебя готово. Бисмилlah на этот.
Рыбка, мне кажется, запеклась очень сочно, потому что вот на вид смотрится Рыба. очень даже хорошо. Аппетитно, и я думаю, что даже очень вкусно. Так, Понятно, добавляем картошечки. картошечки давай мы еще так вот Украсим. красиво так украсим. Мне это очень нравится. Рвать зелень. Кстати, ее не резать надо, а рвать. Так. Даже как салатик. У нас практически готово. Разукрасили. Красиво. Остается только его попробовать. Для этого нам необходимо 2 вилки, Приятного. хороший аппетит. Приятного аппетита сказать. Конечно же, с праздником еще раз. И Мужчины, вы смотрите, мы пробуем. вот это наше ТБ. А как же вкусно. Сметана, лучок, рыба. Что может быть лучше для настоящего защитника Отечества? Фанис, ну, блюдо удалось. Большое тебе спасибо. Давно я не ел такую вкусную сочную рыбку. Но и я думаю, все-таки программа у нас сегодня праздничная. В конце красивую финальную песню от тебя. Ну, буквально ко дню защитников Отечества. Много песен хотелось бы спеть, но тем не менее, сегодня передача время ограниченная, и я, наверное, постараюсь. Если мы деревню вспомнили, да, в деревню вернулись, это было как раньше проводы. Вся деревня провожала в армию. Ну, там же сверстники, 5-6 человек выходили. Уходили и пели песни. Пели песни, конечно, и Казан кишляры, это, наверное, многие помнят. Там. Но еще пели, конечно, больше частушки. Частушки, они примерно, звучали так вот. Я буквально один куплетик спою всем защитникам нашего Отечества. Иске алсыннар, ничек электе армияға ұзатқаннар біздің жігітлерінің ойларына. Вайын камат иденнерін таптамас деген едім. Туған аулым иленнерді ташламас деген едім. Туайны камат иденнерін таптарға туры келді. Туған аулым иленнерді ташларға туры келді. Алмағашым шешекте, не болыр келешек. Қалам ағашлары, сайры саныды ағашлары. Сайры, 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 сағындыра башлады. Фанис Галиуллин, Руслан Шарапудинов сегодня готовили для вас защитники Отечества. Смотрите нас каждую неделю. Салам, Иисусар. Пока-пока. Праздником! Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда.